Ветераны Великой Отечественной, воины-афганцы, труженики тыла, родные и близкие участников войны. На мемориале памяти и славы непривычно многолюдно. Несмотря на то, что главное торжество проходит в Магасе, жители республики приходят сюда, чтобы возложить цветы у вечного огня и почтить память погибших минутой молчания. Одним из первых к памятному мероприятию присоединился и глава республики. Возможно, этот момент станет еще одной страницей многовековой истории ингушского народа. Ее хранители – живые свидетели одной из самых масштабных войн прошлых столетий здесь, в самом центре памятного мероприятия, так же, как и потомки солдат-героев. Мулкхан Сычоева, дочь защитника Брестской крепости, своего отца увидеть вживую ей так и не довелось. В далеких 40-х он пропал без вести, и только спустя 45 лет она сумела найти место его захоронения. Это боль и радость. Боль в том, что отец не вернулся, где служил в Брестской крепости, в 125-м полку. Потом началась война. Он сразился с немецким бомбардировщиком. Там он погиб. Там он увековечен и похоронен. Глава республики пообщался с родственниками солдат, погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной. Юнусбек Евкуров почтил память последнего защитника Брестской крепости Уматгирея Барханоева, возложив цветы у памятника, который гордо высится в самом центре мемориального комплекса. Выходя из подземных казематов, Барханоев шел с вытянутой рукой, а вторая его рука лежала на кобуре с пистолетом. Сделав несколько шагов, услышав немецкую речь, он достал свой пистолет и застрелился. Немцы были поражены увиденным и были в каком-то ступоре. Через некоторое время, после того, как проверили документы, выяснилось, что это солдат Красной Армии Барханоев. И его было приказано похоронить под оружейный салют со всеми воинскими почестями, как это подобает герою того времени. Именно они – хранители многовековой истории, и именно им предстоит передавать знания подрастающему поколению. Потомки солдат Красной Армии, следуя примеру своих отцов, воспитывают молодых в духе патриотизма и преданности своему народу. Башир Дудургов, к примеру, привел с собой на мемориал памяти и славы племянников, чтобы поближе познакомить их с хронологией событий 40-х годов. Вот он, Дудургов Ахмед Магомедгерович, отец мой. В 1943-м 2 февраля был представлен герою Советского Союза маршалом Чуйковым и Никитой Сергеевичем Хрущевым. Он командовал 203-м артиллерийским полком, входящий в состав Западного фронта, под командованием маршала Чуйкова. В 1943 году в начале, это было зимой, образовался лед над рекой. И они расчет переправляли ночью, чтобы немцам неожиданно сделать налет. По их зотам сделать несколько этих выстрелов. И они провалились под лед. Отец, долго не думая, хватает связку гранат противотанковых, пробегает вперед, взрывает лед метров за 15, за 20. Люди, которые могли бы погибнуть подо льдом, в это время взорвался лед, и они вышли без единой потери. Они уходили на фронт и не возвращались ценой собственной жизни, защищая свою родину. Имена советских солдат-уроженцев Ингушетии высечены на мемориальных плитах и накрепко вписаны в историю ингушского народа. Их подвиг никогда не будет забыт, а память о них будет вечна. Мадина Пугоева, Адам Далаков, Новости 24.